Достоинство месяца Рамадан. Шейх Фаузан. Хвала Аллаху, обладателю достоинства и милостей. Он наделил особым достоинством месяц Рамадан по сравнению с другими месяцами года и выделил его щедростью и милостями. Я свидетельствую, что нет божества, достойного поклонения, кроме единого Аллаха, у которого нет сотоварища, ни в Его господстве, ни в Его божественности, ни в Его именах и атрибутах. Благословенно имя Господа твоего, обладателя величия и щедрости. И я свидетельствую, что Мухаммад, Его раб и Его посланник, лучший из тех, кто молился и держал пост. Да благословит Аллах Его, Его семью и Его сподвижников. А затем, о люди, бойтесь Всевышнего Аллаха и благодарите Его, когда Он позволит вам встретить месяц Рамадан, и просите Его, чтобы Он помог вам проводить время этого месяца в поклонении Ему и в выполнении благих дел. Поистине, это великое время, пришедшее по щедрости Аллаха, пречист Он и возвышен. Сказал Всевышний Аллах: «В месяц Рамадан был ниспослан Коран, верное руководство для людей, ясные доказательства из верного руководства и развлечения. Тот из вас, кого застанет этот месяц, должен поститься. А если кто болен или находится в пути, то пусть постится столько же дней в другое время. Аллах желает вам облегчения и не желает вам затруднения. Он желает, чтобы вы довели до конца определенное число дней и возвеличили Аллаха за то, что Он наставил вас на прямой путь. Быть может, вы будете благодарны. И этот месяц — месяц блага. Все его дни, все его ночи, все его часы, все время этого месяца. Но однако, как мы встретим этот месяц? И как проведем время этого благословенного месяца? Это великий месяц. Нам необходимо знать достоинство этого месяца и встречать его с радостью. Наш пророк, да благословит его Аллах и приветствует, радовал своих сподвижников новостью о приближении Рамадана и говорил: «О люди, покрыл вас великий благословенный месяц. Аллах сделал пост в нем обязательным для вас, а выстаивание молитвы в ночи его добровольным. И у этого месяца множество достоинств. Первое достоинство Рамадана — это то, что Аллах ниспослал Коран в этот месяц. То есть начал ниспосылание Корана в Рамадан. И это было в ночь предопределения, как сказал Велик Он и Возвышен: «Воистину мы ниспослали Коран в ночь предопределения». Мы ниспослали его в благословенную ночь, и мы предостерегаем. И началось ниспослание Корана пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, в месяц Рамадан. Затем постепенно продолжалось его ниспосылание по частям, по мере происходящих событий, до тех пор, пока Аллах не завершил его незадолго до смерти пророка, да благословит его Аллах и приветствует, когда ниспослал аят: «Сегодня я ради вас усовершенствовал вашу религию, довел до конца мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии ислам». И поэтому пророк, да благословит его Аллах и приветствует, выделял этот месяц чтением Корана больше, чем в другие месяцы. Также поступали и его сподвижники, и мусульмане после них, посвящая этот великий месяц чтению Корана. И это месяц Корана и месяц поста.
И Аллах, велик Он и возвышен, сделал пост обязательным для каждого, а также сделал его одним из столпов ислама. И кто из вас застанет этот месяц, пусть соблюдает пост. Также и пророк, да благословит его Аллах и приветствует, упомянул пост в месяц Рамадан в числе 5 столпов ислама. Сказал он, да благословит его Аллах и приветствует: основан ислам на 5 столпах. Свидетельство, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник Аллаха. Выполнение молитвы, выплачивание закята, пост в месяц Рамадан, большое паломничество к заповедному дому Аллаха для того, кто имеет возможность. И является обязательным для каждого мусульманина, который не является путником, поститься в этот месяц от его начала до конца. А что же касается того, кто имеет уважительную причину, по которой он не может соблюдать пост, как путник или больной, то он кушает в день своего путешествия или болезни, а потом восполняет эти дни в другое время. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, узаконил для нас выстаивание ночной молитвы и сам выполнял это. Сказал он, да благословит его Аллах и приветствует: тот, кто выстаивал ночные молитвы в месяц Рамадан с верой и надеждой на вознаграждение, то прощено ему то, что предшествовало из его грехов. И также сказал, да благословит его Аллах и приветствует: кто выстаивал ночную молитву в ночь предопределения с верой и надеждой на вознаграждение, то прощено ему то, что предшествовало из его грехов. И некоторые толкуют выстаивание ночной молитвы в Рамадан словами пророка, да благословит его Аллах и приветствует: тот, кто выполнял молитву с имамом до того, как он уйдет, записано ему вознаграждение ночной молитвы. И в выстаивании ночной молитвы в месяц Рамадан великое достоинство. За это Аллах прощает грехи. Тот, кто выстаивал ночные молитвы в Рамадан с верой и надеждой на вознаграждение, с верой и убежденностью в Него и в достоинство этого месяца, и тот, кто надеялся на вознаграждение за это, то Аллах простит ему то, что предшествовало из его грехов. Это касается только малых грехов, ведь большие грехи не прощаются, кроме как только после покаяния. Если вы будете избегать больших грехов из того, что вам запрещено, то мы простим ваши злодеяния. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 5 молитв от пятницы до пятницы, от Рамадана до Рамадана стирают то, что между ними, если сторониться больших грехов. Поистине Аллах прощает грехи полностью. Однако в месяц Рамадан необходимо проявлять усердие в покаянии и в мольбе о прощении. Для каждого мусульманина является обязательным отчитывать свою душу и смотреть на свои поступки для того, чтобы зайти в этот месяц с душой, которая очищена от грехов, и это поможет ему освободиться для поклонения Аллаху, пречист Он и возвышен. Также из достоинств Рамадана то, что именно в этот месяц открываются врата рая. Аллах облегчает верующим совершать праведные дела и направляет их к ним, потому что заслужить вхождение в рай можно по причине благих дел. И Аллах открывает двери рая для того, чтобы мусульмане старались опередить друг друга в выполнении хороших дел, а их в этот месяц большое множество, и выполнение их является легким для того, кому облегчил Аллах. И закрываются в этот месяц двери ада, поэтому мусульмане в этот месяц обращаются к Аллаху с покаянием и просьбами о прощении. Посредством этого они спасаются от огня, потому что плохие дела — причина для вхождения в него. Аллах, свят Он и возвышен, облегчает своим рабам покаяние
обращение с мольбой о прощении, оставление грехов и ослушаний, так, что посредством этого люди спасаются от огня. В этот месяц заковывается в цепи сатана, и он не может отвлекать мусульман от их религии, как он делает это в другие месяцы. В Рамадан Аллах, свят Он и возвышен, не позволяет сатане наущать Его верующих рабов, не позволяет отвлекать их и отстранять от праведных дел. И поэтому для мусульманина является обязательным проявлять активность в этот месяц и проводить его в выполнении благих дел больше, чем в какие-либо другие месяцы, и выполнять их с сильным стремлением. Поэтому устремление людей к поклонению в этот месяц является доказательством того, что сатана лишен возможности препятствовать рабу Аллаха в выполнении поклонения. Однако он продолжает иметь власть над теми, кто подчиняется ему в ослушании Аллаха. И Аллах, свят Он и возвышен, не позволяет Его приспешникам и воинам взять власть над верующими. Сказал сатана: «Клянусь Твоим могуществом, я совращу их всех, кроме только рабов Твоих из них и искренних». И сатана не может сделать ничего против искренних рабов Аллаха, особенно в месяц Рамадан. А что же касается его приспешников и воинов, то сатана постоянно имеет над ними власть, и увеличивается его зло по отношению к ним в этот месяц. Как сказал Аллах, пречист Он и возвышен: «Возбуждай своим голосом, кого сможешь. Пускай в ход против них свою конницу и пехоту, дели с ними их богатство и детей, и давай им обещания. Воистину, обещание дьявола — это всего лишь обольщение. Поистине, рабы мои, нет у тебя над ними власти, и достаточен Господь твой, как покровитель для верующих». И поэтому мы видим, что сторонники зла готовятся к этому месяцу, выпускают непристойные программы, развлекательные сериалы и другие виды развлечений и игр. Они делают это в месяц Рамадан для того, чтобы отвлечь людей от поклонения и занять их развлечениями, забавами и ослушаниями, и облегчают им путь к этому в радиопередачах, интернете и тому подобном, больше, чем в любые другие месяцы. Это большая опасность. Обязательным является для мусульманина сохранить себя и свою семью и очищать свой дом от этих путей ко злу, от этих плохих передач и даже от того, чтобы следить за радио и телепередачами. Даже если есть в них какое-то благо, они отвлекают мусульманина от выполнения обязательной и дополнительной молитвы, чтения Корана. И мы можем наблюдать, что мусульмане проводят свое время в просмотре этих программ, по причине этого запаздывают с совершением молитвы. Мусульманину необходимо навсегда закрыть эту дверь, особенно в месяц Рамадан, и не отвлекать самого себя, свою семью этими программами. Быть может, в некоторых из них есть благо, однако они отвлекают от того, что важнее. Так что же говорить о тех программах, в которых только зло и козни сатаны? И вам необходимо сторониться этого. Поистине, помощники и воины сатаны создают различные программы для того, чтобы привлечь людей к ним и отвлечь их от религии и от их последней жизни, от этого благословенного месяца. Так бойтесь же Аллаха и предостерегайте от этого. И мусульманину нужно постараться поменьше уделять времени всему, что не связано с этим месяцем, а проводить это время в подчинении Аллаху
для того, чтобы требовать блага мирской жизни. Есть время, как и для того, чтобы требовать награду жизни последней. И это время можно упустить. А что же касается заработка и приобретения имущества, то это время не исчезнет. Мусульманину необходимо проявлять внимание к этому. Также мы видим, что сторонники зла отвлекают мусульман различными соревнованиями, в которых делают денежные ставки, тем самым привлекают сердца людей. И мы видим, что люди начинают участвовать и следовать за этими соревнованиями и тратить свое время на это. Быть может, человек получит какую-то прибыль, а может и не получит. Но даже если он получил миллионы, то это не сравнится с вознаграждением за одно благое дело в этот благословенный месяц. И на мусульманах лежит обязательство стараться опередить друг друга в совершении благих дел, стремиться к раю, спешить к подчинению Аллаху и оставить эти вещи и занимать себя и своих детей, и свою семью ими, потому что это пустая потеря времени, жизни, потеря этого великого месяца. Бойтесь Аллаха, о мусульмане! Этот великий месяц, в нем благо и благоденствие. День его пост, ночь выстаивание молитвы и поминание Аллаха, пречист Он и возвышен. И мусульманин либо занимает свое время выполнением обязательных и дополнительных видов поклонения и подчинения, либо спит для того, чтобы быть бодрым в поклонении. Но сон должен быть умеренным. А что же касается того, который спит целый день, потому что он провел ночь за разговорами, едой, питьем и наслаждениями, а затем говорит: «Я постящийся», это удивительно. Постящийся, который оставляет совершение молитвы, не ходит в мечеть. Пост — это удержание не только от еды и питья. Поистине, это удержание от всего того, что запретил Аллах. Пречист Он и возвышен. И одним из самых великих из того, что Он запретил, является оставление своевременного совершения обязательной молитвы. Месяц Рамадан — это не месяц лени, еды и питья. Нет, это месяц подчинения, старания, усердия в благих словах и делах. Не является запретным, чтобы мусульманин взял какую-то часть времени для отдыха, при этом не упуская блага, не упуская своевременное выполнение молитвы, не упуская участие в благих делах. Необходимо объединиться между телесным отдыхом и тем, что оживляет сердце человека, его душу и мысли, а это посредством поминания Аллаха, пречист Он и возвышен. Это великая возможность, которую нельзя упускать. И месяц Рамадан, быть может, не повторится больше в твоей жизни, и он может быть окончанием ее. Так закончи свою жизнь благим концом. О те, которые уверовали, вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам. Быть может, вы устрашитесь. Поститься следует считанное количество дней. А если кто из вас болен или находится в пути, то пусть постится столько же дней в другое время. А тем, которые способны поститься с трудом, следует в искупление накормить бедняка. А если кто добровольно совершает доброе дело, то тем лучше для него. Но вам лучше поститься, если бы вы только знали. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين أستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Хвала Аллаху, Господу миров, за Его благочестие, проявленное к нам. Я благодарю Его за Его поддержку и милость. И я свидетельствую,
что нет божества, достойного поклонения, кроме единого Аллаха, у которого нет сотоварища. И я свидетельствую, что Мухаммад — его раб и его посланник. Да благословит Аллах его семью и его сподвижников. А затем: «О люди! Каждую ночь месяца Рамадан зовет призывающий: о желающий блага, спеши к нему, о желающий зла, прекрати. И у Аллаха освобожденные от огня». Так происходит каждую ночь. О желающий блага, спеши к нему. Разве есть кто-либо из нас, кто не хочет блага? Каждый человек хочет блага. Однако дело не ограничивается желанием, необходимо совершать поступки. Если же ты хочешь блага, то действуй. А если кто возлюбит последнюю жизнь и устремится к ней надлежащим образом, будучи верующим, то его старания будут отблагодарены. Если же ты хочешь блага, то действуй, совершай хорошие дела и не ограничивайся только желанием. Как пришло в изречении пророка, да благословит его Аллах и приветствует: «Неспособный — это тот, душа которого последовала за своими страстями и надеется на Аллаха пустыми мечтами. И пустые мечты не принесут пользы, так же, как и не принесет пользы желание блага без действий. О желающий блага, спеши к нему посредством подчинения Аллаху, посредством дел, которые приближают к нему. В первую очередь, это бережное отношение к тому, чтобы совершать молитву в отведенное для нее время, а затем остальные дела. Спеши с этими благими делами, увеличивай их количество и будь занят ими, ведь поистине ты нуждаешься в них. Скоро, клянусь Аллахом, очень скоро ты будешь нуждаться даже в одном вознаграждении за хорошее дело. Когда придет твой срок и закончатся дела, ты будешь желать вернуться в эту жизнь, чтобы совершить благие дела. Но у тебя не будет такой возможности. Сейчас ты находишься в том времени, в котором ты можешь совершать благие дела, и это время безопасности. И Аллах ниспослал тебе этот месяц. Спеши же к нему с подчинением и приближением посредством благих дел. О желающий блага, спеши к Аллаху и отвернись от всего того, что помимо Него. Спеши к Аллаху с благими делами, с раздаванием милостыни и с подчинением Ему. Спеши к Нему всеми возможными путями подчинения. Поистине Аллах, принимающий от тебя, и Он принимает от тебя малое благое дело и большое, и многократно увеличивает тебе вознаграждение за малое. Аллах не совершает несправедливости даже весом в мельчайшую частицу, а если поступок окажется благим, то Он приумножит его и одарит от себя великой наградой. И направься к Аллаху всеми путями подчинения, и Аллах принимает от тебя до тех пор, пока ты стремишься к Нему. Если ты отвернешься от Аллаха, то Он, свят Он и возвышен, отвернется от тебя. Он не нуждается в тебе, в то время как ты нуждаешься в Нем. О желающий зла, прекрати! О тот, кто хочет заблудить людей и сбить их с прямого пути и испортить их! О тот, кто хочет отвлечь людей развлечениями, музыкой, представлениями, ложными рассказами, смешными историями и забавами! Прекрати! Прекрати, о враг Аллаха! Поистине ты будешь побежден, обижен. Поистине ты изгнанный, и тебе необходимо знать свою степень и не отвлекать мусульман. О желающий зла, прекрати! Прекрати распространять свое зло. Если же ты не сделаешь этого, то ты будешь сломлен с дозволения Аллаха, пречист Он и возвышен. И ты потерпишь неудачу в тот день, когда не принесет тебе пользу сожаления. О рабы Аллаха, бойтесь Его и спешите совершать благие дела до тех пор, пока это возможно, до тех пор, пока это облегчено для вас. Поистине эта возможность не является вечной и жизнь уходящая, и останутся только дела, благие или плохие. Бойтесь Аллаха, о Его рабы, и знайте, что лучшие слова — это книга Аллаха, лучший путь — это путь Мухаммада, да благословит Его Аллах и приветствует. Худшие дела — новоизобретенные в религии, а каждое нововведение — это заблуждение. И придерживайтесь единой общины, поистине рука Аллаха над единой общиной, а кто отклонится от единой общины, тот в огне.
Поистине Аллах и Его ангелы благословляют пророка. О вы, которые уверовали, благословляйте его и вы, и приветствуйте пожеланиям мира. О Аллах, благослови и приветствуй своего раба и посланника, нашего пророка Мухаммада, и будь доволен праведными правителями, руководителями праведных, Абу Бакром, Умаром, Усманом и Али, а также всеми сподвижниками и теми, кто последовал за ними до судного дня. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في شهر رمضان. اللهم ارزقنا فيه القوة والاحتساب والعمل الصالح. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا من فضائله ومغانمه ما يسرته لنا. اللهم أعنا على صيامه وقيامه وحفظ أيامه من الخلل والضياع. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم أصلح ولاة أمورنا واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح بطانتهم وأبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها فقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.